Итак, дорогие наши зрители, мы продолжаем наш сегодняшний вечерний кызыл. Сегодня напомню о том, что пятница 13 и мы продолжаем наш эфир с следующим нашим гостем. Следующий наш гость — это у нас начальник регионального штаба Всероссийской военно-патриотической организации Юнармия. Как правильно? Айдын Юрьевич у нас. Так, добрый вечер, Айдын Юрьевич. Вот как правильно? Юные армейцы, либо юнармейцы? Юнармейцы, так правильно будет, наверное. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, созданное по инициативе министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, уже действует 5 лет. Мы в этом году отмечаем юбилей. Наше движение молодое. В этом году уже у нас как бы кругленькая дата. Мы очень рады, что у нас по всей республике в каждой школе есть юнармейские отряды. Мы пополняемся, мы развиваемся, и мы не стоим на месте. Так, Айдын, скажите, пожалуйста, у нас вот в республике сколько всего юнармейцев? Вот. Точно могу сказать, в нашей республике 4242 юнармейца. Это мальчики и девочки. Итого 162 отряда по всей республике. Так, это если сравнивать с другими регионами, это их много или их мало? Ну, у нас... ну, так скажем, относительно, не знаю, как. Ну, конечно, мы не будем сравнивать с Москвой, когда там у них школьники миллионы, да? Да. И тогда, да, вот как? Наша республика, она такая, ну, по численности она маленькая. Но для нашей республики это число как бы уже подходит. Ну, я думаю о том, что 4000 юнармейцев, я думаю о том, что это немалые цифры, и, ну вот, если прям их собрать, это 1/4 часть Агдаурака, грубо говоря, да. Ну, я читаю о том, что это прям огромное количество людей. И, дорогие наши зрители, о том, что я хочу напомнить еще раз о том, что вы можете задавать вопросы в комментариях начальнику Юнармии Республики Тыва Айдыну Юрьевичу. Ну, Юля, есть вопросы? С какого года вы, получается, заняли вот такой вот пост, да, высокий, скажем так? Так, я занял пост с 2020 года, с октября месяца, как бы, уже тоже год близится. Ну, почти год. Праздник, почти да, год. 5 лет, год. Да. Примите наши поздравления. Да, кстати, да, поздравляем, да, Юнармию в целом, да, то есть Да. общероссийскую Юнармию, в том числе и Республики Тыва, с 5-летним юбилеем. Я точно знаю о том, что Юнармия за 5 лет, особенно у нас в Туве, провели очень много мероприятий, потому что я вместе с ними тоже работал. Очень много талантливых ребят, и были даже те, которые встречались с Сергеем Кужугетовичем. Я, кстати, бывшая тоже. Ой, бывшая, да, бывший юнармеец, скажем так. Кто, ты? Да, когда я в школе училась. У нас Это в какой школе? 7-я школа. 7-я школа. Да. Еще там действует. Ну, отряд я, получается, закончила 2 года назад, тогда еще было. 2 года назад. Ну, вот. Юнармейцы после выпуска становятся ведущими вечерней Тувы. Там, не знаю, блогерами, либо студентами ТГУ, университета и так далее. То есть, вот, Айдын Юрьевич, вы вот встречались ли лично сам, то есть, с Сергеем Кужугетовичем? Вот были ли такие возможности, не знаю, давайте заслушаем там начальника регионального штаба Юнармии Республики Тыва, там, не знаю, вот примерно такое было или не было? Ну, так, Сергей прошел Кужугетович, месяц, вот были ли такие как я вернулся с Москвы. Мы отмечали юбилей регионального штаба Юнармии Республики Тыва, в Москве, там, вот в примерно главном такое было штабе. или не было? Это, помню, апрель месяц.
С детьми, да? с детьми. Все 4000, да? Или- Нет, мы отбирали самых-самых Мгм. скажунов, отобрали 7 лучших юноармейцев и поехали в Москву. Нас пригласили, потому что всех, со всей республики, нет, со всей страны, все юноармейцы собрались в Москве отметить этот юбилей То пятилетний. есть лучшие юнормейцы со всей Да, России со всей собрались. России Да. собрались. И там уже мы как бы нам представили нашего земляка, нашего министра, героя России Сергея Кужугетовича Шойгу. Я тогда видел только через балкон. Походу была вечеринка. Вот какое расстояние было, не знаю, 100 метров, 150, либо 3 метра. А расстояние было где-то 200-300 метров. И какие Ну, ощущения? я его даже с такого расстояния не видел, только по фотографиям. Какие у вас ощущения были? Там, Ощущение, гордость, не знаю. ощущение, конечно же, гордость за своего земляка, так как тоже земляк-тувинец Мгм. стоит перед сценой, выступает перед всей страной, перед юнормейцами. Это очень такой Волнительный, да, с волнительный одной стороны. момент. И, конечно же, чувствуется гордость за всю республику нашу. Вот, у нас тут поступили вопросы. Азиана Уангур. Азиана, привет. С пятницы тебя. Она задает, какими качествами должны обладать юнормейцы и есть ли они в Т-схеме? В Т-схеме есть у нас юнормейцы. Вот какие качества должны обладать, какими качествами должны обладать юнормейцы именно Т-схемского района? Сейчас мы о Диане скажем. Именно такого качества нет, именно покажу на. В Ну, первую очередь, общий, да. в первую очередь юнормеец должен быть дисциплинированным, волевым, любознательным и, конечно же, подтянутым. Вот эти качества, я думаю, очень подходят к нашему движению, потому что юнармия это в первую очередь военно-патриотическое движение. Здесь обучают, как правильно маршировать, обучают начальной военной подготовке, строевой подготовке, как разбирать, собирать автомат, механизмы автомата, надевают средства индивидуальной защиты, это ОЗК, ну и так далее. Это по общевойсковой линии. А также у нас... Тебе незнакомые слова, да? Просто У тебя просто взгляд такой. говорить Что? Мне кажется, юнормеец должен уметь еще стоять под горячим солнцем, да? Мы Это, же, мне кажется, да. самое больное. Просто один раз, я помню, в 11 или 10 классе мы что-то стояли на площади, вот юнормейцы собрались, я в обморок упала. Вот, что-то Такое тоже вспомнила. бывает. Так. Ты поела перед тем, как идти туда? Конечно, нет. Вот в том-то и Да. проблема в том, что юнормейцы, ну даже не только юнормейцы, а все, кто выходит из дома, надо поесть, хотя бы перекусить. И поэтому ты тоже кушай. Так, следующий вопрос. Тайгана Мангуш. Тайгана, привет. Тебя тоже с пятницы. Привет. Она спрашивает, что нужно, чтобы стать юнормейцем? Вот, не знаю, что нужно сделать? 1000 раз отжаться, 500 раз Нет. Нужно подтянуться. быть школьником. Первое. Отличником, двоечником, троечником, не знаю. Вот что нужно сделать, чтобы стать юнормейцем? В первую очередь надо быть, конечно же, как сказала Юля, школьником. Потому что мы отбираем с 8 лет Мгм. до 18, потому что после 18 уже юнормейцы поступают в военные вузы, а также гражданские вузы по своему желанию. И в юнармию вступают добровольно. Пишут заявление
До 14 лет это законные представители пишут, а с 14 лет сами пишут. Заявление отдают классному руководителю. Классный руководитель уже обращается в местный штаб юнармии. Это у нас по всей республике у нас муниципалитеты. Это, например, Лухемский. Там у нас тоже действует штаб местный Лухемского Кажуна. Там уже тоже отдают начальнику местного штаба Лухемского района. Он принимает заявление. Уже потом при рассмотрении местным штабом уже отсылается туда в региональный штаб. Это в город Кызыл наш. А потом уже здесь мы согласовываем с Москвой, мы уже отправляем в Москву, а там уже тоже, ну, как бы, То есть дают. Потом в Америку, То- потом туда. Потом на Луну, на Марс. Нет, то есть получается, есть вариант в том, что его могут не допустить. Нет. Или, не знаю, Или- человек попал, его можно убрать, не знаю. Ну, Если он не справляется, такого у допустим. нас пока Не было, да? опыт не было. Ну, я надеюсь, такого и не будет, потому Не что, будет? да, все равно, когда пишут заявление, учет ведется, необходимо это все равно все, ну, то есть скан заявления и так далее, то есть, ну, так скажем, по иерархии уже направляется, ну, то есть у нас тоже, вот, не знаю, в общественных организациях, в которых я присутствовал, да, у нас тоже такая ситуация, ну, то есть такой случай, да, бывает, и поэтому, не знаю, мы всех одобряем, все в курсе, ну, только не Америка, Америка не в курсе. Дальше уже после заявления уже начинается подготовка клятвы, присяга. Это уже на верность к этому движению. Мы подготавливаем юнармейцев, это подготавливают, ну, в Кажунах подготавливают сами руководители отрядов. Они проводят торжественное посвящение юнармейца в наше движение. Там после вручают личную книжку юнармейца, это как удостоверение и значок юнармейца. Какая у вас клятва? Я вступаю в ряды юнармейского движения, клянусь быть патриотом нашей страны и так далее. Если Понятно. так прочитать, то можно. И по голове так, книжкой, да? Вот у меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что юнармейцев учат, не знаю, разбирать, собирать автоматы. Вот какой рекорд, то есть минимальное время неполной сборки, разборки автомата наших тувинских юнармейцев? Так, там по-разному. Но я, Ну, средний, может. в среднем это 14 секунд. Ну, А где их обучают, не знаю, вот определенные часы, да, у них есть? В каждой школе есть часы дополнительного Ходила в образования. свою школу, да, что там не было. Там получается так. Я не седьмой школы. Я пошутила. нет, ну я точно могу сказать о том, что нас тоже в школе не учили, потому что в то время, может быть, этих автоматов не Ну, было, ну, возможно. что в таком Может, количестве. мальчиков учили. Я неполную сборку, разборку автомата, даже автомат в целом, наверное, я видел только в армии. Ну, то есть впервые вот столкнулся в армии, и тогда только научился. А сейчас-то уже вот почти в любую школу приезжай, и Там все это. да, Автоматы. я даже видел, когда юнармейцы, они вот их глаза завязывают, это были ученики второй школы ПГТ Кахема, Мгм. они вот с завязанными глазами разбирают, собирают автомат, они один
не знаю, он вешается вверх ногами, в смысле головой вниз, и на таком расположении он тоже собирает, не знаю, там очень быстро. И поэтому я вообще был удивлен. Это, наверное, их можно сравнить, не знаю, с храповиками, или кто там самый такой титулованный, с ОМОНовцами, там, не знаю, собровцами и так далее. То есть они вот прям вот такие. Вот, Айдын Юрьевич, можете перечислить вот самых вот активных ребят? Давайте им передадим Пламенный привет. привет. Да. Привет передаю нашим юнормейцам Хемского Кажуна, города Кызыла, 5-й школы гимназии, а также Исхемскому Кажуну привет. И можно перечислить наши школы города Кызыла. Они тоже активно участвуют во всех мероприятиях, во всех акциях, маршируют на параде, можно так сказать. Ну, я очень надеюсь в том, что сегодня мы познакомились только с начальником регионального штаба, ну и последующим, не знаю, может быть, осенью, нет, мы познакомимся с одним из активистов, ну, то есть одним из активистов и проведем здесь, наверное, тоже совместный прямой эфир. Вот узнаем, действительно ли так. Конечно. Да, да, в школе, я не знаю, там, завяжем глаза, сборку-разборку, там, не знаю, 1000 раз отжаться, там, подтянуться. Ну, короче, испытания проведем. Давайте так сделаем. Ундар Байзу все знают. Привет. Да, маленький, который, да. Да. Он как раз Юнормеец. юнормеец 5-й школы, 5-й гимназии. Давайте, когда будет удобно, я передам ему, чтобы он тоже подготовился. Мгм. Нет. Мы хотим, чтобы он не подготовился. Хорошо. Мы специально вам тоже не раздавали вопросы, ничего, и сами даже не готовились к этому. И поэтому именно формат вечернего ТВ, он такой, без подготовки. Нам бы главное только технику подготовить, Морально остальное... Да, остальное прям уже, прям вот, знаете, на Сейчас ходу. между школами проводятся соревнования, потому что когда я вот была школьницей, вот 3 года назад или когда, помню, в парке что-то проводилось между юнормейцами, мы там прыгали, скакали, отжимались. Это было жестоко. Пока Ну, из-за пандемии, да, понятно, из-за пандемии у нас очень сложная обстановка. Пока ничего не проводится, только на дистанционном формате. Это очень опасно. Все-таки у нас болеют дети по всей республике, так что можно дождаться спада. Мгм. Потом уже начнем проводить наши любимые военно-патриотические мероприятия. Наверное, наши юнормейцы очень соскучились по ним. Я очень надеюсь, что мы уже к этому вернемся, наши юнормейцы. Да, я хочу сообщить о том, что вот буквально на этой неделе в нашу республику поступили более 20 тысяч вакцин. Спутник Лайф, однокомпонентная вакцина. И один раз поставили, и все, прям про корону можете забыть. Это же переболевшие, да, стоят? Мне сообщили о том, что его ставят людям в возрасте от 18 до 60, и которые переболели коронавирусом. И поэтому особенно призываю студентов, которые будут уезжать, учиться за пределы нашей республики. Пока вакцина в Туве есть, Мы ставьте. все вакцинированные люди. Поэтому Кстати, у меня даже QR-код есть, я сканировал. Привился. Спутник Лайт. гом, ковид, что-то там такое. Ковид-2. Да. Ну, есть вопросы? Ну вот расскажите про себя, вот, не знаю, хобби, волейбол, баскетбол, не знаю, что-то такого, может, есть. Начну с того, что со школьных годов. Я сам окончил кадетскую школу здесь, в Кызыле, и в 2010 году. Сам как бы знаю все
азы, как бы. И в юнармию попал тоже, как бы, благодаря этой школе. Начну с того, что я очень любил с детства смотреть военные фильмы про войну, любил очень стрелялки с мальчиками играть, а также любил всех, кто носил форму, как бы хотел в будущем стать офицером. Ну, вот, как бы, видите, вот кто сидит здесь. Так, про офицера, и вот мне прям в голову пришла такая, так скажем, такой вопрос. Перед тем, как задать вопрос, тут просто привет передали, я вам хочу озвучить. Аясат из Чадана передает вам всем привет. Привет, Аяс. Привет, привет. Вот. Айдын, ты хотел стать офицером, и вот какое звание у начальника штаба регионального отделения? Если, не знаю, там генерал-майор, полковник юнармии, либо там, что там, полковник, подполковник, ну, вот, не знаю, есть у вас свои там звания? Такого Или только должность, да? Да, такого звания у нас пока нету, потому что должность, она гражданская. Именно у начальников региональных штабов только, как бы, гражданские должности. А у юнармейцев там уже идут командиры отделения, командир первого отделения, командир второго отделения, командир третьего отделения. И получается командир отряда. Командир отряда — это самый главный, как бы. Замком отряда есть? Ты была, не знаю, командиром чего-нибудь? Вообще, кроме В юнармии? смысле, в юнармии? В юнармии, конечно. Староста. можно Нет, сказать. у нас там мальчик Руслан. Правильно. Он, наверное, самым таким лидерскими качествами обладал, наверное. Да. Ну, такие занимают именно командирские должности. Ну, дорогие друзья, хочу вам сообщить о том, что сегодня у нас в гостях начальник регионального штаба юнармии Айдын Юрьевич Видек. По всем вопросам, предложениям, не знаю, комментариям, что еще может быть, отзывам и так далее. То есть вы можете тоже ему написать ВКонтакте, в Инстаграме, там группу, на страницу Юнармии Республики. Ну, то есть все, что связано с Юнармией Республики ТВ, то есть можете написать. Я думаю, региональный штаб Юнармии, они вам запросто окажут помощь. И, Айдын Юрьевич, спасибо вам большое за сегодняшний ваш визит, так скажем, в нашу имитированную нашу студию. И хотелось бы попросить, чтобы вы, не знаю, поздравили ваших юнармейцев со столетием Тувинской Народной Республики. Дорогие юнармейцы, всех причастных к нашему движению поздравляю с столетием Тувинской Народной Республики, а также праздником животноводов. Желаю успехов и во всех начинаниях. Спасибо. Итак, дорогие друзья, и мы напоминаем о том, что гость, я хочу вам напомнить, потому что последний гость сегодняшнего нашего вечера, Денберел Оржак, не переключайтесь, а мы прерываемся на рекламу.